Если бы вы когда-либо спросили меня: «Хоблас, а ты считаешь себя честным человеком?» Как вы думаете, что бы я вам ответил? Да, конечно, дружище. Но если как следует поразмыслить над своей жизнью, то начинаешь понимать, что мы не такие уже честные, какими видим себя. Когда я еще учился в школе, со мной произошел один случай, который до сих пор не дает мне покоя. Как-то один парень пришел в школу с новейшим мобильником. И это был не просто какой-то там телефон. Как я помню, это был Nokia Slider, который даже тогда стоил $1000. Это была наикрутейшая модель телефона на то время. И вот этот парень пришел в школу со своим мобильником в приподнятом настроении. Он думает про себя, что наконец-то у него появилась возможность войти в доверие к пацанам, которые теперь готовы будут принять его в свой круг, и что теперь с этим мобильником он сможет легко завоевать наше уважение к нему. Нас было, наверное, человек 20 или 30, и мы все тусовались на лестнице. Этот парень подходит к ребятам и говорит: «Смотрите, как вам мой новый мобильник?» Мы все в шоке. Мы такого еще никогда не видели. Все вскакивают, и я наблюдаю, как этот телефон пошел по рукам, пока не подошла очередь одного парня. И тут я увидел, как он взял телефон и сунул его себе в карман. Никто даже не обратил внимания, но я все видел. И теперь этот парень спрашивает: «Где мой мобильник? У кого мой мобильник?» И что вы думаете, он услышал от ребят? «О чем ты вообще, бро? Уалла, никто ничего не видел». И я вижу по его глазам, как он постепенно начинает осознавать, что его только что кинули. Я прекрасно видел боль отчаяния в его глазах, но я не знаю, почему и что на него подействовало. Но как только он плюнул на все и был уже готов уйти, он вдруг посмотрел на меня и спросил: «Хоблас, ты видел, кто взял мой телефон?» И теперь, если я отвечу «да», то что обо мне подумают? Сколько раз достаточно, чтобы тебя назвали стукачом? Одного раз достаточно, и тебе придется жить с этим всю свою жизнь. Тем более, что я в авторитете среди ребят. Я всегда ладил со всеми. Тогда я пристально посмотрел ему в глаза и сказал ему: «Братка, я ничего не видел». И тот самый взгляд, который я увидел сразу после того, как сказал ему: «Братка, я ничего не видел», до сих пор не дает мне покоя. Потому что в тот день Аллах показал мне, какой же на самом деле я трус. В тот день я не сказал правду по разным причинам. Я не хотел стать стукачом. Я не хотел потерять друзей. Но с того самого момента меня постоянно терзает внутри. Истинный верующий всегда говорит правду, будь она даже против самого себя. И он верен себе при любых обстоятельствах. Если вы не можете быть верными себе, забудьте про школу. Вы будете мучиться всю жизнь. Будьте верны себе. Будьте верны себе. Если вам понравилось это видео и все наши другие материалы, выполненные каналом OnePath, и если вы хотите, чтобы мы производили больше контента, пожалуйста, поддержите нас, посетив наш сайт. Вы можете помочь нам даже $1 в день, от всей души и с уважением. Да благословит вас всех Аллах!